Бүгін 14 наурыз 2025 жыл. Мен Манчик Маметова көшесінде тұрмын. Мына менің үлкен ағам Абдулланың үйі. Абдулла ағам бүгін мені қонаққа шақырды. Енді Абдулла ағам жайлы видео түсірмекшімін. Кәні үйге кірейік. О, амансыз ба? Қалайсыз? Аны қарындасым келді. Мына Абдулла ағамның да үйіне келдім. Үйді сырттан түсіріп келе жатырмын. Мынаның барлығы осы Абдулла ағамның өзінің өнері. Мынау даладан кіргеннен бастап өзінің ойымен, мақсатымен соғылған жылдар бойы. Ал енді сіздің шығармашылығыңызбен танысуға келдім. Мастерскойден бастайық. Қазір шеберханаға барайық. Абдулла ағамыздың шеберханасы. Жұмыс орны. Қандай керек. Ең суретшінің ең ыстық ұясы деген осы шеберхана ғой. Здравствуйте всем, кто смотрит меня сейчас. Сестренка приехала, вот хотела посмотреть, как я здесь живу, работаю. Я познакомился, меня зовут Абдулла Джантаев. Раньше занимался, деятельность другая была, потом как инвалидом стал, решил вспомнить юность, когда я учился в художественной школе, занимался, вспомнил эти вещи. Решил сперва, в детстве я занимался акварелью большей частью. Потом решил попробовать маслом. Вот у меня здесь кое-какие были так. Да, попробовал маслом немножко. Это вот в Ахтау, когда я там был, там попробовал. Потом так пейзажи решил попробовать. Смотрю, немножко позабыл. Вот здесь вот ковер, как-то решил заняться, но времени нету, слишком сложное. Вот. Начал потихоньку тоже пейзаж, ковер. Со временем, наверное, руки дойдут. В последнее время решил попробовать скульптурой, так по мелочам, так пробовал. Здесь вот, в основном во дворе они у меня сейчас вот. Вот попробовал так стойку, так сделал такой вот. Это из гипса. И у меня там во дворе. Вот как-то попробовал, для себя сделал. Людям понравилось. Где-то 3-4 печки такие сделал. Позавчера заходил один тоже, ведь надо посмотреть с женой. Это мангал. И здесь вот уже печка. Там казан. Это барс. Это моя первая работа. Как-то попробовал, решил заняться. Вот я его слепил. Вот что у меня получилось-то. Это первая работа моя. Раньше как-то не занимался. Вот у меня здесь колонка, он раньше как-то был в стороне, а потом получилось в середине двора. Я вот как-то задумал, взял его, камнями обложил, потом взял барса сюда. Раз у меня здесь тематика такая горная, решил как-то взять и беркута слепил. Лепил, конечно, все это скульптурной глиной, потом уже формовка и отливал вот это все бетон. Армированный все.
Вот это уже горный архар. У меня, как вот видели, у меня там барс как бы стоит, смотрит в эту сторону. А этот я как-то запланировал, он должен здесь тоже на камнях стоять, как бы встреча барса, хищника и горного архара. Как бы он вот так вот наклонился, напрягся. Здесь это вот бюст коня, я его хочу себе в доме поставить, в холле. Ну, а эти по мелочам сделал, думал, может, еще горшки даже надо доделать, цветы во дворе вот так, чтобы ставить. Это все покрытие, грунтовка, все автомобильным. Все покрытие весь грунтовка автомобильная и краска автомобильная, и покрытие лак, все это трехслойка, перламутр. Она может и в доме стоять, и на улице она тоже может спокойно стоять под дождем. Ну, как автомобиль, покрытие у него все удерживает. Раз я вот такое сделал, ну, если кто-то заинтересовался, могу заказ взять. Ну, как нормальные скульпторы, так скорости такой нету, потому что многие протезы, как позволяет, так и делаю. И эту могу вот продать. Потому что пенсия небольшая. Вот хочу продать его. Вот, идеи есть еще поболее такие, более творческие такую работу сделать. Ну, туда скульптурная глина нужна. А она дорогая, оказывается. Вот, хочу продать, если получится, и взять скульптурную глину, заказать. В Озоне можно заказать, оказывается. Вот. И нужны деньги. Не для наживы, а вот просто заниматься творчеством. Здесь я вот делал, у меня скульптурной глины там чуть-чуть приходилось сперва основу делать из гипса, а потом скульптурной глиной сверху так, уже детали делал.